Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. При поддержке Синец Парк арт-менеджер и владелица арт-галереи Cube Moscow якутянка Надежда Зиновская организовала проект с художницами из Якутии. Чем все закончилось, узнаем у моей собеседницы Надежды Зиновской. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своем творчестве и своей работе. Меня зовут Надежда Зиновская. Собственно, я родилась в Якутии, в городе Ленске, в семье художников. И как бы жизнь меня не мотала, я была очень много управленцем, генеральным директором больших компаний по производству игрушек, рекламы. В итоге я занялась современным искусством и применила все наработанные знания, опыт в маркетинге для того, чтобы сделать из этого бизнес. Последний год я занимаюсь фондом поддержки современного искусства Якутии. Эта программа рассчитана сейчас на 10 лет. У нас большие планы. И, собственно, один из проектов, про который вы сейчас говорите, это ярмарка молодого искусства в Москве «Блазар», на которой уже приняли участие несколько художниц из Якутии. И у нас был большой стенд, который рассказывал о фонде. Вы уже организовали множество выставок. Расскажите, как изнутри устроен выставочный процесс? Да, я основатель и владелец арт-центра «Куб». На самом деле это не галерея, конечно, у нас 16 галерей внутри арт-центра находится. И мы каждый месяц меняем экспозицию в большом выставочном зале, и каждая галерея меняет экспозицию. И, конечно, про выставочный процесс я знаю очень много. Это такой процесс довольно сложный, дорогостоящий, и у каждой галереи на этот счет есть своя концепция. Кто-то делает большие коммерческие выставки, кто-то делает концептуальные, сложные, и это все зависит от стратегии бизнеса, движения и карьерного роста художников. Процесс дорогостоящий, сложный, но когда ты находишься внутри рынка, когда у тебя есть коллеги, друзья, хорошая сеть нетворкинга, конечно, это удешевляет процессы и делает их проще. Вы затронули тему коммерческих выставок. Насколько нам известно, вы провели мероприятие, на котором удалось продать картины на сумму свыше 500 тысяч рублей. Картины именно якутских художниц. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом мероприятии. Это была ярмарка молодого современного искусства «Блазар», проходящая в Москве уже второй год. Она является сателлитом самой крупной московской российской ярмарки «Космоску». Это ярмарка молодого искусства, поэтому мы привезли молодых художниц. У нас был куратор Юлия Юсма, она директор галереи Высшей школы экономики. У нас был один из самых крупных стендов и по отзывам посетителей один из самых сильных с точки зрения художественной ценности и концепции. 500 тысяч рублей – это не такая большая сумма, но мы продали в первый день весь стенд, второй день мы перевесили работы, продали еще раз. На самом деле мы продали все, что мы привезли, и даже больше, потому что работы мы еще до сих пор подвозим некоторым нашим покупателям. Сумма небольшая, на самом деле, для рынка искусства, но картины молодых художников стоят не так дорого, и в соотношении количества этих работ мы, конечно, продали достаточно. Это был успех, потому что многие, кто хотели купить работы, даже им они не достались. За некоторые работы люди боролись. Ну а если говорить в целом, какие возможности открывает для художников из Якутии участие в таких проектах и как можно попасть на такого рода мероприятия, талантам из регионов, например? Как раз этим занимается фонд поддержки современного искусства Якутии «Иркут». Это то, чем мы занимаемся и на что направлена наша деятельность. У каждого региона сейчас в России появляются такого рода фонды, которые поддерживают художников по географическому признаку, собственно, по расположенности, по месту жительства людей или по месту рождения. Это не хорошо, не плохо, но такой опыт фондовый очень развит в Европе и в Америке. К сожалению, пока в России таких фондов немного, а в Якутии он, собственно, сейчас один. И, конечно, вызывает много вопросов у художников, какие-то недоверия. И очень хотелось бы разрушить
разрушить эту стену, потому что мы пришли помочь развить карьеру. Мы находимся на территории Якутии, мы всегда открыты к предложениям. Весной мы объявляли open call, собственно, на который нам пришли заявки, и с которых мы сейчас работаем в течение года, отправляя работы на выставки. У нас большие грандиозные планы. И, собственно, из этого open call люди и попали на ярмарку, мы отобрали работы, кураторы, и мы прошли отбор на ярмарку, исходя из open call. Поэтому в следующем году, когда мы будем объявлять open call, большая просьба откликаться, быть открытыми и ничего не бояться. А на какие темы были представлены работы наших художниц? Может быть, есть какой-то стиль определенный у художников из Якутии? Вы знаете, в этом и счастье, что художники из Якутии работают в разных медиумах. Они работают и в скульптурной формой, и с живописью, и с графикой. И у нас даже была представлена работа Нади Комиссаровой. Это печать на ткани, которая была очень, очень востребована. Ее очень многие хотели купить. И мы очень пожалели, что привезли небольшое количество работы этой серии. Была, конечно, и графика. Йен Сюр работает в очень необычной технике. Она использовала смешанные, она использовала волосы, бумагу она делает из кассовых чеков. Собственно, говорить сейчас про то, из чего были сделаны работы или как они были представлены. Важно было, что объединены они были кураторской темой о самобытности якутского искусства. И при этом так вышло, что все художники у нас были женщины. Вы немного рассказали о формах, а вообще в какие жанры, какие виды изобразительного искусства сегодня наиболее востребованы? Вы знаете, на самом деле мир очень медленно меняется. Конечно, появились новые виды искусства, такое как диджитальное. И сейчас мы все знаем про NFT, но все равно визуальное искусство, картины, холст масла и скульптуры все равно занимают первое место по потребительской, покупательской активности. Надежда, расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые вы планируете проводить в ближайшее время. Может быть, как раз кто-нибудь из наших зрителей увидит и откликнется, и сможет поучаствовать. У нас большие планы, и в этом году у нас будет международная резиденция, 3 международных резиденции. Буквально через несколько дней мы объявим это на всех площадках. Через 2 недели у нас открывается сайт, на котором будет вся информация. И я очень горжусь тем, что он будет высокого художественного уровня с точки зрения даже международной общественности. Художественная ценность у него будет высокая. И я рада, что мы сразу себе задали высокую планку. Плюс 3 резиденции, которые мы объявим, очень подробно о них расскажем. И буквально тоже в ближайшее время, в течение ближайших 2 недель, что очень важно, я очень прошу вас всех услышать меня, художников или людей, которые хотят этим заниматься. У нас начинают первые лекции образовательной программы, которые будут рассказывать, какие резиденции существуют в мире, в России, как подавать заявки в эти резиденции, как выбирать нужную для себя резиденцию. И об этом расскажут самые погруженные в этот вопрос люди в России. Так что следите за новостями. Буквально в ближайшие 2 недели все, что я вам рассказала, будет происходить. А летом нас ждет фестиваль современного искусства, большое международное мероприятие с включением якутских художников и известных художников со всего мира. Плюс зимой у нас будет онлайн-программа с якутским культурным кодом, с якутскими художниками. Собственно, фонд работает очень глубоко и много, и мы плотно работаем с художниками, которые подавали заявки или, может быть, не успели их подать. Но мы ищем постоянно, поэтому включайтесь, пожалуйста, в процесс. Хочется узнать вашу точку зрения. Какова сегодня роль искусства? Роль искусства в мире, в нашей жизни, конечно, как и всегда, велика. Искусство никуда не денется
и из нашей повседневной жизни, потому что это эмоциональная составляющая, это часть жизни, которая делает ее настоящей. Искусство, оно всегда идет впереди всех остальных наук, впереди всех остальных действий. Художники, они очень тонко чувствуют настроение, жизнь, и то, что делают они сейчас, мы начнем проживать только через несколько лет. Поэтому современное искусство, молодые художники или художники, работающие в этом аспекте, они, конечно, являются нашим будущим, они видят его. Надежда, ну и последний вопрос, коротко. Что бы вы пожелали начинающим художникам, чтобы их работа, их творчество было востребовано? Это очень хороший вопрос, потому что я как раз занимаюсь, и фонд в первую очередь нацелен на то, чтобы сделать карьеру молодым художникам из Якутии. Первое, что вы должны сделать, это учиться самообразовываться. Интернет сейчас открыт, а мы вам поможем, фонд поможет, мы покажем вам, как правильно делать первые шаги. Просто поверьте, просто уберите вот эту пелену недоверия, потому что мы пришли к вам помочь. Нам от вас ничего не нужно. Нам нужно, чтобы вы стали знаменитыми и показали всему миру якутское искусство. Надежда, спасибо. Желаем вам дальнейших успехов в вашей деятельности. Спасибо вам. До свидания. А я напомню, мы говорили с арт-менеджером и владелицей арт-галереи «Куб Москоу» Надеждой Зиновской. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.